Сегодня в Ухте огласили решение по делу Данила Паржицкого. 22-летнего молодого человека привлекли к ответственности за участие в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. Днем 23 января он шел в колонии по проспекту Ленина и не реагировал на законные требования сотрудников полиции – прекратить несанкционированную публичную акцию и разойтись. Политические взгляды Навального не поддерживают. В его защиту на митинге не выступал, плакатов не нес, лозунги не выкрикивал. Требования сотрудников полиции о том, что необходимо прекратить участие в несогласованном митинге, он слышал, однако его не выполнил. Трансляцию из зала суда вело издание «Палитра города». Судья, которая рассматривала административное дело Данила Паржицкого и об его участии в незаконном митинге, учла положительные характеристики и материальное положение молодого человека, присудив штраф ниже положенного по санкции статьи – 5000 рублей. И вот как прокомментировал Юргану это решение сам Данил Паржицкий. С приговором, конечно же, не согласен, так как кого не агитировал, по сути, принимал участие, да, но мое участие было настолько малым, что я просто-напросто шел и общался с людьми. И были люди также, которые, в принципе, не поддерживают Навального так же, как и я, но, тем не менее, я вышел, потому что я безработный. Напомню, Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки, это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. 29 декабря 2020 года в России его объявили в розыск. Решением Замоскворецкого районного суда Москвы Навальный приговорен к 3,5 годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Решением Симоновского районного суда Москвы в 2017-м испытательный срок был продлен еще на 1 год.